Жизнь этого поколения крымских татар сложилась трагично. Это поколение людей, обожженных войной, депортацией. Поколение тех, кто сталкивался с несправедливостью буквально на каждом шагу, только на том основании, что родился крымским татарином. Десять лет назад, в мае 2010 года, ушел из жизни активный участник крымско-татарского национального движения, политзаключенный советской эпохи Айдер Бариев. Родился он 24 июня 1938 года в деревне Коклус Куйбышевского района Крымской АССР. Айдер был ребенком, когда его семью, как и остальных крымских татар, депортировали из родного Крыма. Они оказались в узбекистанском Янгиюле. Жизнь была очень тяжелой. Болезни, работа и, как результат, умершие в каждой семье. Отец Айдера Мамутага в местах изгнания работал на кирпичном заводе. Он не проработал там и года, сгорел от каторжного труда. В 1956 году Айдер окончил 7 классов, поступил в училище механизации сельского хозяйства. Затем служба в рядах советской армии. Он трудился в Черчаке на комбинате твердых прочных металлов, трактористом и слесарем-наладчиком. О том, что заставило его примкнуть к национальному движению, Бариев напишет, уже будучи арестованным, в заявлении на имя генерального прокурора Романа Руденко. Перед демобилизацией по вызову Крымского техникума механизации в ноябре 1961 года Айдер приехал в Крым. И вот какой разговор состоялся у него в кабинете начальника паспортного отдела, подполковника Прокопенко. Товарищ подполковник, скажите, пожалуйста, в Крыму есть прописка? Да, есть. Почему же меня не прописали в поселке Советском Советского района? Не может быть. У нас в городах есть прописка. А в районах тем более. Вы, оказывается, крымский татарин? Да. Почему вы об этом не сказали сразу? Разве мое национальное происхождение имеет значение? Вам, как военному, я скажу, что есть указ правительства от 1956 года, на основании которого прописка крымских татар в Крыму запрещена. Обращайтесь в правительство. Мне все равно, кого прописывать. Места хватит всем. Итак, в поселке Советском Советского района советского гражданина Айдера Бариева не прописали. В заявлении на имя генерального прокурора Бариев пишет: «Я решил добиться истины. Я не мог равнодушно отнестись к положению, в котором оказался». В историю национального движения крымско-татарского народа Айдер Бариев вошел как активный участник знаменитых черчикских событий и фигурант легендарного процесса 10. 21 апреля 1968 года крымские татары города Черчик Ташкентской области решили отпраздновать национальный праздник Дарвиза, приуроченный ко дню рождения Ленина. Имя Ленина прочно ассоциировалось с созданием Крымской АССР, автономии, которую крымские татары резонно считали своей национальной государственностью. Она была образована в связи с наличием в Крыму коренного народа. В этот день в городском парке Черчака зазвучали крымско-татарские песни. Но властям такие проявления национальной самобытности со стороны недавно директивным путем укорененных крымских татар показались слишком дерзкими. Мирно гуляющие люди подверглись нападению солдат и милиционеров. Были избиты и облиты пожарными командами. Около 300 человек были арестованы, 10 позже предстали перед судом. Тот день Айдер запомнил до мельчайших подробностей. За ним гнались милиционеры, но его товарищи Идрис Закирьяев и Фивзи Сулейманов помогли ему сесть на самолет.
Вскоре он был уже в Москве в квартире генерала-правозащитника Петра Григоренко. Как вспоминал об этом Петр Григорьевич в книге воспоминаний, к вечеру из Черчака прилетел участник манифестации, тракторист Айдер Бариев. Он прибыл в таком виде, как выскочил из-под водометов с несмывающимися пятнами на костюме. Привез Бариев и фотоснимки с водометами, милицейскими дубинками. Ведя эту борьбу, 5 месяцев я находился в Москве. На этот счет имеются соответствующие документы, фотографии. После черчикских событий, когда отмечали Дервизо праздник, где обливали машинами, избивали, и более 300 человек забирали. За мной гнались тогда 2 милиционера и КГБшник. 3 человека гнались за мной. Догнать они меня не могли, я был шустрый, молодой, увертливый. И в тот же день меня мои товарищи проводили в Москву. Я улетел. Первый человек, с кем я встретился в Москве, это был Григоренко Петр Григорьевич, которому я обстоятельно рассказал все. Ну, а потом мы с Григоренко больницу Боткина посетили Костерина Алексея Егорафовича, который дал соответствующие написания, разумеется, на больничной койке. Уже на следующий день Бариев отослал телеграмму в ЦК КПСС, посетил приемную ЦК и сообщил о черчикской расправе. Реакция власти не заставила себя долго ждать. На 1 мая 1968 году Ришат Байрамов и я решили пройти мимо трибуны, где на трибуне стояли Брежнев, Леонид Ильич и другие представители. Столько народу, и буквально, не доходя до трибуны метров 100, нас обоих схватили и повели в метро. И посадили, пока парад не кончился, нас не пустили. После парада отпустили. После возвращения с Москвы в Ташкенте проходил судебный процесс над теми, кого взяли после черчикских событий. Я собрался на этот процесс. И собираясь в этот судебный процесс в городе Черчаке, Голубев с одной стороны, сотрудники КГБ, а Попович с другой стороны. Айдер, здравствуй. Как дела? Я говорю, все нормально. Знаешь, мы к тебе пришли, тебя ждет начальник КГБ Шевчук, подполковник. Я говорю, мне сейчас некогда. Я любой. Нет, именно сейчас. Там дело ненадолго. Я вижу, они настаивают, я уже не стал, я вижу это. Я говорю, хорошо. Пришли в здание КГБ, а его нету, подполковник. Говорит, подожди немножечко. Я сижу, и нет. И я вижу, его нету, я вышел. Машина приехала с Ташкента, амбалы такие здоровые. И тут же посадили меня в эту машину. Я говорю, что вы, куда? Ташкент. И мы едем. Доезжаем до Троицка, я вдоль дороги жил. Я говорю, подождите минутку. Я говорю, зайду домой, скажу, что я еду в Ташкент. Не, мы тебя сразу приедем и отпустим. Приехали в Ташкент, в КГБ, Комитет государственной безопасности Узбекистана. Приехали и стали заходить. А там пропуска надо выписать. Охрана говорит, пропуск. Они говорят, ничего не надо пропуска. Раз не надо. Зашли. И когда мы зашли, я там остался. Отвечать ни на какие вопросы не буду. Я говорю, сейчас отпустите меня, я должен ехать домой. Вы арестованы. Принес бумажку, показал мне. Прокурор дал право на мой арест. И меня в это подвальное помещение, туда, одного.
13 сентября 1968 года за участие в национальном движении Айдера Бариева арестовали. Артур'dan malesin, ne büyükler kalesi. Port Artur'dan malesin, ne büyükler kalesi. Saldat gitken yaşlarını ağlap kaldı. Aklama dem, aklama babam, belki çare bulunur. Saldat gitken yaşlarını ağlap kaldı anası. Aklama dem, aklama babam, belki çare bulunur. Filcan dolu su mudur? Yapın yolu bu mudur? Filcan dolu su mudur? Yapın yolu bu mudur? Aman aman